اومدی من تو زندگی تو هستی من میدانم هر چی میگی دروغی من همونم که تو میخوای توی عشقم توی دینم عزیزم عزیزترینم ای بنام پاکترینم من همونم که تو میخوای توی عشقم توی دینم. Вы, Муидин Джон, спрашивали меня, почему вы назвали свое произведение «Тангно», то есть «Теснина Вселенной». Сорбон. Выпускник Таджикского национального университета. Специальность филолог. Народный писатель Республики Таджикистан. Лауреат Государственной премии Республики Таджикистан имени Абу Абдулло Рудаки. Автор произведений «Цыгане», «Равнина змей», «Горлинка», «Первый звонок», «Каменный щит», «Ветерок», «Отцовская шинель», «Землевладелец», «Ласка» и другие. Мы видели трудности. Может, в горах много такой теснины. Но та теснина, которую я видел с детства, на мой взгляд, является началом простора. Оттуда я вижу мир. Из этой теснины я выхожу. И этот выход очень сложный. Теснина, которая приводит нас к простору, это одна из теснин счастья, радости. И с этой целью я назвал свое новое произведение «Теснина Вселенной». То есть теснина мира. Выход на просторы мира – это одно из составляющих счастья. Это и есть наше намерение. И этот фильм, который мы хотим снять, должен быть игривым, приятным, стоящим и доступным по смыслу. И поэтому вам, создателям этого фильма, я желаю удачи. Проходили годы. Режиссер Муидин Музафар думал о съемках фильма «Тангно». Подготовка к съемкам фильма началась спустя 4 года, в августе 2016-го. Режиссер вместе с помощником в течение недели проводили кастинги с целью поиска подходящих героев фильма из всех регионов республики. Оператор вместе с автором сценария и монтажером проводили раскадровку, предварительную визуализацию кадров. Художник рисовал эскизы сел. Продюсер и директор фильма создавали благоприятные условия работы для актеров и съемочной группы. Художник по костюмам создавал эстетический образ актеров. Сентябрь 2016 года. Подготовительные работы завершились в течение месяца, и группа отправилась в город Пинджикент, в селение Амондара. В этом селе на установке декорации фильма ушло много недель. Строительные работы были запланированы в течение 1 недели, однако работы затянулись. После больших проливных дождей в мае в Амондаре возникла необходимость благоустроить все улицы села. Художник фильма Тоир Назар вместе с ассистентом продюсера и создателями декораций для своевременной подготовки съемочной площадки трудились сутками. Это один из видов села. Мы возводим стены, работаем с одной лишь целью – для красивого вида. Наверное, всего для 2 или 3 сцен этого фильма. Осим Уривпур. Выпускник Худжанского государственного университета имени академика Бабаджана Гафурова. Специальность – журналист. Многие годы работал в газете «Сукт», телевидение «Сафина», «Азия», «Танин» и на радио «Тирос». Работал в качестве директора фильмов «Договор», «Чашка», «12 лет ожидания», «Дочь Сайхуна». Может, некоторые сцены общие. Например, эти стены мы будем видеть в общих кадрах. И для возведения этой стены мы трудились 2-3 дня. Вот и сегодня работаем. Действительно, это сложно. Где-то оттуда буквально притаскиваешь эти камни, однако в результате это принесет положительные плоды. Караматулло Нор. Выпускник Худжанского государственного университета имени академика Бабаджана Гафурова. Специальность – инженер-экономист. Был администратором сцен для съемок в фильмах «Договор», «Чашка», «12 лет ожидания», «Дочь Сайхуна». Для подготовки сцен фильма для съемок нам помогали местные жители.
Председатели джамуатов и махалей и даже активисты селения Амондара всегда были рядом. Заместители председателя и ответственные лица, а иногда и председатель города приезжали к месту съемок. В ходе подготовки для съемок творческая группа также не сидела сложа руки. Гример проводил предварительные эксперименты, оператор вместе со своим помощником подготавливали камеру и другое съемочное оборудование. Звукотехник готовил оборудование для записи. Муиддин Музафар обучал детей всем тонкостям, необходимым для актера. Вы правильно сказали. Мы сутками проводили занятия и беседы вместе с Мухиддином и Тимуром. Держись крепче и играй во время падения. Понял? Играй так, будто ты действительно падаешь. Я действительно падаю. Запомните одно. Вас привезли сюда, потому что вам доверились. На съемочной площадке мы не должны думать о присутствии камеры. Мы должны были проделать работу, направленную на адаптацию детей в атмосферу села, чтобы во время записи фильма не чувствовалось то, что они городские, и что это село для детей чужое. И ассистент режиссера за несколько дней до моего прибытия в село уже провел различные игры и беседы с юными актерами с привлечением детей из числа местных жителей. Мухиддин Музафар, выпускник Государственного института искусств Таджикистана имени Мирзо Турсунзаде. Специальность – актер театра и кино, автор фильмов «Разве это жизнь?», «Кант», «Потерянная надежда», «Договор», «Чашка», «12 лет ожидания», «Дочь Сайхуна». Я приехал в Амондару за 3-4 дня до начала съемок. И уже эти дети считали себя жителями Амондары. Мы несколько дней репетировали и провели подготовительные работы. Говорили о том, что значит играть роль, что есть порядок и дисциплина на съемочной площадке, что есть культура общения со старшими актерами. И это была хорошая работа. Наши актеры приезжали в Амондару из Душанбе, Худжанда, Канибадама и Пинджикента. Если посчитать расстояние поездок актеров и съемочной группы, то выходит около 100 тысяч километров. И в дороге было израсходовано 12 500 литров горючего. Съемочная площадка готова? Село Амондара готово к съемкам фильма. Дети, а вы готовы? Да, готовы. Съемки фильма начались с записи тяжелых и очень опасных для детей сцен. Выбранное место съемок расположено в горах на высоте 500 метров. К этим сценам мы еще вернемся. Сложности для нашего главного героя Армона, роль которого сыграл Мухаммад Шариф Рахматуллоев, начались с первого дня. Когда я вошел в воду, то сильно замерз. Вода была очень холодной, и я находился там примерно около 1 часа. Позже мне уже не было так страшно лезть в холодную воду. Во время съемок я познакомился со знаменитыми актерами. Второй день съемок стартовал с участием народной артистки Таджикистана Раджабгул Касымовой. Как всегда, Раджабгул Касымова играла профессионально. Мухбиби – это само совершенство. У нее высокое человеколюбие. Она очень жалостлива. Роль Мухбиби, на мой взгляд, роль сельской женщины, доброй матери, испытавшей и трудности, и радости жизни. Думаю, зрителю она, конечно, понравится. Хочу сказать, что я удивлена бесстрашию, силе, самоуверенности Мухиддина. Приступить к съемкам фильма при нынешних обстоятельствах в эти дни нужна очень большая смелость. Реку Зиравшан называют жестокой рекой. Когда я увидела процесс съемки этого мальчика, который еще не имея опыта, но красиво исполняет все наставления Мухиддина, поверьте, я даже испугалась. До такой степени он отважный. Вода в реке Зиравшан, как все знают, холодная, даже в середине лета.
Однако в конце сентября, начало октября она была совсем холодной. Мы объясняли мальчику о его роли, он мерз, но выполнял. Для меня было сложным наблюдать с берега реки то, что мой ребенок в воде. Меня мучило материнское чувство от того, что я видела мучения моего ребенка. Однако то, что я являлась партнером своего сына по фильму, я понимала, что эту работу ему необходимо выполнить, несмотря на холод и на имеющиеся трудности. Во время съемок в реке Зеравшан мне было холодно. Мухиддин поливал меня водой. Я переживал за то, что если я сейчас упаду или меня унесет река, то смогут ли они меня поймать? Друзья, а вы готовы лезть в холодную воду? Готовы! 5-й день съемок. Мы снова возвратились к записи опасной сцены 55. Снять эту сцену сразу не представлялось возможным по причине быстрого заката. Съемочная площадка погружалась в тень. Станете ли вы актерами в будущем? Да, станем. Быть в воде – это уже большая смелость. Наши мальчишки сейчас работают как достойные взрослые мужчины. Тимурджон Султонов, выпускник Государственного института искусств Таджикистана, специальность актер театра и кино, сыграл роли в фильмах «Блуждание» и «Договор», художник по костюмам в фильме «12 лет ожидания», ассистент режиссера в фильмах «Дочь Сайхуна» и «Блуждание». Во время съемок фильма «Тангно» творческая группа всегда была в движении, передвигалась по горам. Если посчитать все эти передвижения, то получается 7 миллионов 840 тысяч километров пути. Группе приходилось не только просто ходить, но и носить на себе различный груз. Например, для съемок сцен оператор Комил Урунбоев и его помощник Кобилджон Шарипов бежали за героями фильма с тяжелой камерой в руках с целью записи красивых кадров. В сцене номер 31 съемка второй части была очень сложной как для актеров, так и для операторов. Примерно сняли для этого кадра 20 дублей, и только потом мы получили нужный кадр, который был нам по душе. Выражаем благодарность всем за терпение. В этом фильме есть образ Мохуна. Эту роль играет не человек, а осел. Животное впервые вышло на съемочную площадку. Во. Во время съемок осел уставал, падал и не вставал. Я подходил к нему и успокаивал его, говоря: «Успокойся, остался один день, потерпи». Я по его глазам видел, что он устал, и я снова его уговаривал. В итоге осел резко вставал с места. Один из героев фильма «Рауф», роль которого сыграл Бижан, когда впервые приехал в Амундару, убегал, увидев осла. Когда впервые привели ко мне осла, я очень испугался. Но когда я привык и научился ездить верхом, мне это очень понравилось. Однажды, примерно в 5 часов утра, я сел на осла и проехал верхом. Мухиддин, увидев это, конечно же, не узнал меня. Выехали в 9 часов и прибыли на место съемок примерно в 4:30. 10-15 километров на высоте в горах мы искали осла. Нашли осла рядом с границей Узбекистана. Молодцы. Прервалась связь рации. Мы были разрознены, и вдруг Абдусафо вышел на связь при помощи мобильника. Он сообщил, что находится неведомо где, что еле до нас дозвонился, и попросил быстрее найти его. Осел был одним из персонажей, который был всегда рядом с нами. Который час?
Время 10 часов вечера. Все готовятся к массовым съемкам с привлечением около 200 человек. Пользуясь возможностью, выражаю благодарность всем жителям Амундары, всем тем, кто помогает нашей работе. Запись этих сцен, которые в фильме мы видим всего на протяжении 2 минут, продолжалась в течение 2 дней. Таких сцен с привлечением большого количества людей во время съемок было много, и это является бесценным опытом Сук-Синамо в этом проекте. В съемках этих сцен приняли участие около 350 жителей джамуатов Амундары, Йори, Суджина и Лоика Шерали. Работа с некоторыми лицами, которые никогда не видели процесс съемок фильма, была очень сложной. Во время таких массовых сцен киностудия Сук-Синамо организовывала плов. Для сцен, снятых с большим количеством людей, было израсходовано около 700 килограмм риса, 200 литров масла, а также другой продукции. Таким образом, народ компенсировал результаты своей работы, большого терпения во время съемок многочисленных дублей. Съемки других фильмов, например, если начинались от 225 до 250-300 тысяч самани, то на съемках этого фильма до сего дня израсходовано более 450 тысяч самани. Сейчас продолжаем расходовать средства на рекламу. Приблизительно расходы достигнут 500 000 самани. Интересен тот факт, что на фильм расходуется большое количество сил и средств, а продолжительность фильма маленькая. Дилошуб Уревзода, выпускник Худжанского государственного университета имени академика Бабаджана Гафурова. Специальность – журналист. С 2010 по 2013 годы работал в телерадиокомпании «Азия» в качестве журналиста. Бывший представитель информационного портала «Озудагон» в Сагдийской области. Работал в качестве продюсера в фильмах «Договор», «Чашка», «12 лет ожидания», «Дочь Сайхуна». Сложностей и опасностей для исполнителя роли Армона, Мухаммад Шарифа Рахматуллоева, было много. Например, одна сложная сцена фильма для героя бросится в быстротечную и суровую реку Зеравшан. Во время этих съемок я не чувствовал своей нижней конечности. Когда смотрел вниз, кружилась голова. Тимур относил меня в сторону для того, чтобы я передохнул, а через некоторое время вновь начинались съемки. Вокруг меня не было никого. Рабочая группа снимала меня снизу. Мне было страшно, но я верил в себя и довел работу до конца. Потрачено много детских усилий и усердий. И тот опыт, который получил на съемках фильма «Договор» и «Чашка», Мухаммад Шариф использовал полностью. По правде говоря, я не надеялся, что ребенок сможет полностью исполнить эту сложную роль. Его уверенность укреплялась с каждым днем. Он исполнял все требования режиссера и работал как часы. Например, снимаешь сцену, где ты должен изнурять ребенка, при этом знаешь, что его мать находится за твоей спиной. Для журналиста Сурайо Хакимовой, впервые исполнявшей роль в фильме, вхождение в образ было нелегким делом. Для меня предложение по исполнению роли в фильме было неожиданным. Когда мы пришли на кастинг, Мухаммад Шариф был выбран на главную роль. И на этой основе было мне предложено исполнить роль его матери. Ребятам из Сук-Синамо можно довериться. Они дают человеку настрой, храбрость. Это помогло мне поверить в себя и проявить мою смелость и уверенность. И я очень рада, что вошла в этот сказочный мир. Приступаем к съемкам продолжения 55-й сцены. Один из наших маленьких героев по имени Рауф, роль которого исполняет Бижан Асадбеков, должен висеть на ветхом мосту. Эту сцену рабочая группа снимала 6 дней, до 10 октября. Вся работа проходит сложно. В сердце вселился страх, ведь жизнь ребенка в наших руках. В то время, когда мы с Мухиддином на доске начали репетировать, эта сцена для меня показалась простой. Однако во время съемок я остался на мосту один. Я очень испугался. Меня бросало в дрожь от той мысли, что сейчас упаду в реку, где много камней. Но я постарался хорошо сыграть свою роль. Я постоянно думал, что сейчас упаду. Так как в фильме снималось много детей, во время съемок и репетиций дети готовились при помощи съемочной группы и профессиональных актеров.
До того времени, когда мы решили выдвинуть Ахледина на роль Далола, прошло примерно 5-6 месяцев, так как эта роль в фильме является ключевой. И сегодня, в канун премьеры фильма «Тангно», я благодарен Всевышнему за наш правильный выбор. Я очень рад. Я рад, что среди нескольких актеров выбрали меня. И если честно, я старался. Я получил более 80 пощечин, что даже дома чувствовал онемение левой щеки. Поверьте, были такие сцены во время репетиции, которые оседают в сердце каждого человека. «20-й день съемок» председатель Сагдийской области Абдурахман Кодири и другие уважаемые гости посетили съемочную площадку с целью ознакомления с ходом съемок и создания фильма и выразили свое мнение. Работайте усиленно. Работайте в таком темпе год. Вы будете востребованными. Это правило киносъемок. Также съемочную площадку посетил председатель города Канибадама Гайбуло Бохири и присутствовал во время съемок нескольких сцен. Автор фильма «Сорбон» также в течение нескольких дней был вместе со съемочной группой и давал советы. Сцена козлодрания. Никто не знал, сколько будет сниматься эта сцена. Причина тому то, что иногда осел нашего героя бежал быстро, иногда наоборот пятился назад. Согласно спору, один из героев фильма Армон и Норбек должны были достичь финиша. Комрони Навод, исполнитель роли Норбека, житель Амондары, имел хороший опыт езды на осле. Никто не думал, что он упадет с него. Во время съемок фильма, упав со осла, он разбил голову. Этот случай для режиссера стал идеей для смены сцены. Эта сцена, которая должна была быть снята здесь, была перенесена в дом Армона. В течение 1 часа режиссер поменял сцену этого эпизода, и он был снят в течение 2 дней. В одной из сцен, когда Армон должен был поднять осла, осел упал на Мухаммад Шарифа. В результате он вывихнул ногу. Несмотря на это, Мухаммад Шариф продолжил работу. Но если осел упал на тебя, не пугайся, не паникуй, держи себя в руках. Но я же играю. Слушай до конца, смотри. Если камера стоит здесь, а он вот здесь, работай эффективно. В этом кадре ты такой красивый. У тебя такие красивые глаза, но они у тебя пустые. Постарайся сказать с душой. Для съемок очень важно состояние погоды. Из-за неблагоприятных погодных условий создатели фильма потеряли несколько дней и определенную сумму денег. Из-за обильных снегопадов актеры и съемочная группа вместо съемок фильма занимались подготовкой съемочной площадки. Амондара географически расположена в ущелье. От этого и название фильма. Здесь собирается вся вода, стекающая с вершин. То есть это место стока селевых потоков в Амондаре. Это, конечно, очень грустно, но в то же время это памятное для нас всех событие. Съемки завершились в конце апреля, а через 3 месяца вновь сошел сель. Улицы, которые наши ребята облагораживали в течение нескольких месяцев для съемок фильма и просто для жителей Амондары, к сожалению, были смыты. Эту красивую и сказочную Амондару мы сможем увидеть только в кадрах фильма. Сразу признаю, что процесс был очень непростой.
Сам формат общения с Мухиддином, потому что мы живем в разных городах, в разных государствах. Довольно тесно нам приходилось общаться, спорить, чтобы создавать, работать над каждым персонажем. Работа была кропотливая, работа была сложная, работа была нервная. И в принципе, когда в таком формате работаешь, не срастись со своим произведением просто невозможно. Каждый персонаж, каждая реплика, она тебе очень близка и очень дорога. Бахтиёр Каримов – писатель, поэт, сценарист. Автор повести «Приглашение на убийство» и «Вселенная для двоих». Сценарист таких фильмов, как «Телеграмма», «Зеркало без отражения», «Вселенная для двоих», «Договор», «Чашка», «12 лет ожидания», «Теснина». Для нашей группы было новинкой снимать фильм за пределами Родины, в Москве, в Российской Федерации. Сегодня уже 6-й день, как мы находимся в Москве. Наш приезд является не напрасным. Мы надеемся, что наши кадры, которые мы снимаем в чужой стране, понравятся таджикскому зрителю. Для съемок традиционного мусульманского обряда, который проводили Армону, специально были приглашены хореограф Абдумалик Сидиков и исполнители народных песен. Были представлены национальные обряды и традиции таджиков. Для качественной записи живого звука звукотехником Алишером Каримовым и Фарухом Мамадовым была проделана нелегкая работа. Несколько часов дополнительно, кроме съемок, я шел записывать звук в этом селе. Это независимо от того, что это раннее утро или поздний вечер. Нужен звук в это время, значит, нужно идти и записывать. Фаридун Музафар, как альпинист, слез на высоту, чтобы обеспечить съемки необходимым освещением. Свет в фильме очень важная составляющая. К примеру, есть сцены, в которых актеры должны передавать эмоции глазами. И если в это время освещение будет недостаточно хорошим, зритель не увидит всю суть этой сцены. Фильм «Тангно» снят в течение 78 суток. Лучше не бывает. И радостно, и грустно. Все усилия группы основываются на 2 точках – между началом и концом. И этот проект «Тангно» является сложнейшим проектом для Сухтсинамо и для меня лично. Съемки были непростыми, и их процесс занял много времени, охватив все времена года. Сделать нужно так, чтобы этот труд имел смысл, эффект, продолжительность. Для озвучивания фильма творческая группа начала работу уже с Худжанда, а далее побывала в Пинджикенте и в Душанбе. Odam ba odam zinda ast. Armon ro ehtiyot kun. شما کی رفته
شما کی رفته اختی استی شما کی رفته شما کی رفته به زمین بابایی کی نگاه میکنه ده- به زمین بابایی کی نگاه میکنه به زمینی بابا چی نگاه میکنه Одним из сложнейших действий фильма является раскадровка, монтаж, создание визуальных эффектов и цветокоррекция. Эту работу выполнял Фарход Дактор. В основном моя работа — это раскадровка, визуальные эффекты, колоризация. И в общем вся работа, которая выполняется за компьютером и имеет отношение к компьютеру. Это не только техническая работа, это один из умственных процессов размышления и чувства. Визуальные эффекты — это средства разъяснения, риторики. Например, мы завязываем ногу ослу, а затем посредством визуальных эффектов скрываем узлы и веревки. И в итоге наш осел выглядит хромым. Фарход Гафурпур, выпускник Государственного института искусств Таджикистана имени Мирзо Турсунзаде, актер театра и кино, монтажер. Работал в фильмах «Разве это жизнь?», «Кант», «Договор», «Чашка», «12 лет ожидания», «Дочь Сайхуна». Известный композитор Таджикистана Зайниддин Каримов занимается многочасовой работой, связанной с музыкальными эффектами фильма, чтобы музыка соответствовала мировому уровню. Зайниддин Каримов, выпускник Национальной консерватории Таджикистана, специальность – композитор. Работал композитором в фильмах «Договор», «Чашка», «12 лет ожидания», «Дочь Сайхуна». Искали и нашли музыку, посвященную памяти Армона об отце, который пел Армону колыбельную. Мы постарались, чтобы музыка была простой. Мы больше использовали национальную музыку. Фильм о том, насколько мы, родители, чувствуем внутренний мир детей. О том, что счастье детей – это живые родители. Образ главного героя фильма «Тангно» – рассказать обществу, что мы, дети, являемся будущими этой страны. В создание этого фильма очень велик вклад исполнительного органа государственной власти Сагдийской области, в частности, уважаемого председателя области Абдурахмона Кодири. Также руководство города Пинджикента, которое с первых дней съемок было с нами. Официальными партнерами фильма являются Управление по делам молодежи, спорта и туризма Сагдийской области, радио Шахриман, стоматологическая клиника Садав-Сух. Нужно отметить, что данный фильм был снят в сотрудничестве с телевидением СМ-1. Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем, кто в нас верил. Я от всего сердца поздравляю всех ребят, от мала до велика. Они отдали всю свою душу этому проекту, терпели трудные дни, а также пережили и радостные дни. Я очень счастлив, что имею такую команду, которая работает со всей любовью, желанием, любит свою профессию, свою сплоченную группу. Пусть эта команда в будущем достигнет высоких целей.